Это первая группа будущих овощеводов, новобранцев 20. И таких групп в этом году будет 4. Именно из них начнет складываться костяк всего предприятия. Их подготовят заранее, еще до введения комплекса в эксплуатацию, чтобы уже в сентябре запустить производство. Все технологии, которые там будут применяться, естественно, мы их должны сегодня слушателям нашим обязательно донести, преподнести, чтобы они понимали, какая ответственность возлагается на них по выращиванию вот этих овощей открытого грунта. Потому что мы все понимаем, что есть болезни, да, которые есть определенный микроклимат, который должны соблюдать, есть те приемы, которые они должны выполнять четко, умело, грамотно, принося тем самым своей деятельностью высокую прибыль современному этому предприятию. Большая часть будущих сотрудников – девушки. За плечами многих изнурительные поиски подходящей работы. Раньше то без опыта не брали, то условия труда не привлекали. Здесь с этим все в порядке. Я до этого работала в магазине продавцом, магазин закрыли. Тут я узнала, что будет открываться новый тепличный комплекс. Мне стало это интересно, захотела отучиться. Новые технологии, сказали, там будут. Все это. Хотела это все узнать. Сами преподаватели проходили подготовку в течение 3 месяцев. Искали нужную литературу и досконально изучали все нюансы работы. Все-таки новый тепличный комплекс на порядок выше всех, что есть в регионе. Относится к высокотехнологичному 5-му типу. Но современно не значит сложно. И тех, кто обычно работает с землей, это особенно касается. В новых условиях интересно работать и намного легче, чем теплицы поколения 2-го, 3-го, то есть там в основном все было связано с землей работа, а тут уже все-таки новые субстраты, и то есть девушки будут в чистой одежде, это не резиновые сапоги и не перчатки. Основой агрономии – подготовка посадочного материала. Впереди у будущих сотрудников 2 недели теоретических занятий. Дальше практика. Проходить ее будут в крупнейшем сельхозпредприятии Сыктывкара. Правда, уровень его на ступеньку ниже. Разница в инновационном контроле климата. А вот в работе овощеводов отличий почти нет. Как нет и конкуренции между крупными предприятиями. Допустим, в той же республике многие хозяйства производят молоко. Но мы всегда очень дружественные. И всегда находим общий язык, и всегда есть возможность обсудить общие проблемы, потому что они у нас, в общем-то, одни и те же. Что у нас, что в будущем у тепличного комплекса Сосногорский. Поэтому мы ни в коем случае не воспринимаем тепличный комплекс Сосногорский как конкуренты. Это наши друзья, это наши братья, это то предприятие, которое, в общем-то, с нами на одной земле. Кроме овощеводов требуются рабочие по обслуживанию зданий, по защите растений, инженерно-технический персонал. Всем сотрудникам при необходимости предоставят общежитие. Отбор серьезный, тестирование и медосмотр обязательны. Сегодня люди, которые здесь проходят обучение, проходят за счет бюджетных средств. И нам нужно, чтобы эти люди 100% попали к нам на предприятие. Поэтому мы на сегодня стараемся провести максимально тщательную проверку, да, чтобы люди, есть свои внутренние положения по судимости, да, если люди с криминальным прошлым, да, имеют какие-то заболевания, которые есть противопоказания к работе, да, естественно, мы их должны отсеять на той стадии перед тем, как отправить на учебу. Ярмарки вакансий будущего комплекса уже прошли в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Нижнем Одессе. Люди откликаются довольно охотно, но свободные места все еще есть. А потому поиски будущих сотрудников планируют провести и в соседней Кировской области, в селе Яринск. Известно, что желающих пополнить ряды наших овощеводов там немало. Таисия Жакова, Евгения Розова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.